Два человека оказались в больнице после крупной аварии в Искогорском районе. Сразу 4 машины столкнулись на трассе Казань-Малмыш недалеко от поселка Каменка. По рассказам очевидцев, водитель Volkswagen Jetta на высокой скорости выехал на встречную полосу, где в этот момент проезжала пассажирская «Газель». Что было дальше, расскажет Альбина Минибаева. Он просто прям выехал к вам на встречу. Да. А какая скорость примерно была, не знаете? Него я не знаю. Ну, сильно был, ладно, я раз мост оторвал. Бывает, один без Один пассажиров. без ехал. пассажиров. Несмотря на то, что весь удар пришелся на водительскую сторону «Газели», мужчина, сидевший за ее рулем, не получил ни царапины. Однако другим автомобилистам не так повезло. Водители «Фиата» и «Фольксвагена Джетта», получившие различные травмы, были госпитализированы в больницу. Именно хозяина немецкой иномарки очевидцы считают виновным в происшедствии. Его занесло, он, видимо, или уснул, или что с ним случилось. И он прямо на встречу. Он прямо на встречку на «Газель» врезался. По касательной, получается, «Газель» правой стороной задела «Фиат». А все части, которые от «Газели» отлетели, попали на мою машину. По предварительной версии, Volkswagen двигался со стороны Арского района. Почему мужчина выехал на встречную полосу, неизвестно, но учитывая, какие повреждения получили автомобили, можно сделать вывод, что его скорость была весьма высокой. Ну, мы ехали 60, но удар был, видите сами, скорее всего, у него была хорошая скорость. Возгорания не было никакого? Нет, только бензин хотел в «Газели». Прибывшие на место пожарной не допустили возгорания автомобиля. К слову, ДТП на этом участке дороги нередко приводит к весьма трагичным последствиям. Одно из них произошло в январе этого года, когда в аварии погибли 2 человека. Альбина Минибаева, Айрат Назипов, Адель Мулахметов. Вызов 112.